В эфире специальное расследование «Здравствуйте». Мы продолжаем цикл передач по следам проверок контрольной палаты. В сегодняшнем выпуске расскажем о результатах проверок в госкомпании «Абхазтоп». Как известно, на бывшего руководителя заведено уголовное дело. Поинтересуемся у инспекторов контрольной палаты, какие финансовые нарушения они выявили, и выясним в Генеральной прокуратуре, на какой стадии находится следствие. В 2018 году, следуя своему ежегодному плану работы, контрольная палата провела проверку финансово-хозяйственной деятельности госкомпании «Абхазтоп» за 2016, 2017 и 2018 годы и выявила ряд нарушений. Начнем с неисполнения структурных преобразований. Рассматривая вопрос соответствия деятельности госкомпании законодательству Республики Абхазия о реорганизации подведомственных Министерству экономики организаций, инспекторы палаты обнаружили, что структурные подразделения «Абхазтоп», Гагарская, Гудаутская, Чемчирская нефтебазы, госпредприятия «Сухум», «Газ», «Гагрогаз», «Гудаутагаз», «Кулрыбшгаз», «Учимчирагаз» не прошли реорганизацию, имеют самостоятельный баланс и расчетный счет. Тогда как по требованию гражданского законодательства и исходя из соображений экономической целесообразности должна была быть проведена реорганизация либо ликвидация государственных предприятий, являющихся структурными подразделениями «Абхазтоп». Доходы компании «Абхазтоп» формируются за счет выручки от реализации ГСМ из сжиженного газа, от оказания услуг по приему, хранению и учету нефтепродуктов, арендных платежей и дивидендов от долевого участия РН «Абхазия», которые начисляются на счет компании. Роснефть и «Абхазтоп» в 2009 году подписали учредительный договор о создании ООО «РН «Абхазия» с долевым участием Роснефти 51% и 49% правительства Абхазии. В сентябре 2010 года был подписан договор между заказчиком ООО «РН «Абхазия» и исполнителем «Абхазтоп», по которому госкомпания «Абхазтоп» принимает на хранение на своих складах ГСМ, ведет и отпускает с хранения нефтепродукты на автозаправочные комплексы «Роснефть Абхазия». Согласно представленным отчетам за 2016-2017 год и первое полугодие 2018 года, госкомпания «Абхазтоп» в ходе анализа доходов от дивидендов выявлено разночтение с фактической и представленной информацией. Контрольная палата обратилась с запросом в РН «Абхазия», где нас проинформировали о дивидендах, начисленных и перечисленных в 2015, 2016 и 2017 годах с приложением копии протокола общего собрания участников общества. Итак, за 2015 год было начислено 36 миллионов 571 тысяча, 5 миллионов 585 тысяч уплачено в бюджет налогов с дивидендов, 31 миллион 85 тысяч было зачтено по претензионному письму номер 122 от 8 апреля 2015 года, причиной возникновения которого явился факт недостачи нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН «Абхазия» на общую сумму 74 миллиона 797 тысяч рублей, выявлены в ходе проведенной инвентаризации на 1 апреля 2015 года совместной комиссией ООО «РН «Абхазия» и «Абхазтоп». За 2016 год было начислено дивидендов на 45 миллионов 925 тысяч, из них 6 миллионов 888 тысяч уплачено в бюджет налог с дивидендов, 6 миллионов 114 тысяч зачтено по тому же претензионному письму. 32 миллиона 922 тысячи были перечислены на расчетный счет госкомпании «Абхазтоп». За 2017 год было начислено 98 миллионов 139 тысяч. 14 миллионов 720 тысяч рублей – это налог с дивидендов уплачен в бюджет. 83 миллиона 418 тысяч было перечислено на расчетный счет компании «Абхазтоп». Из требуемых к погашению 74 миллиона 797 тысяч по претензионному письму было погашено 37 миллионов 199 тысяч рублей. В конце мая 2017 года, согласно соглашению о зачете взаимных требований между ООО «РН «Абхазия» и «Абхазтоп», остаток задолженности на сумму 37 миллионов 596 тысяч госкомпании «Абхазтоп» перед Роснефть Абхазия в результате проведенного зачета требований полностью был погашен. Определить, какие требования были погашены со стороны компании «Абхазтоп», не представились возможным. Следует отметить, что бухгалтерские отчетности за 2016, 2017 и первое полугодие 2018 года искажены данные практически по всем бухгалтерским счетам. Также между «Абхазтоп» и
и ООО «Абхазгаз Плюс» были заключены договора аренды земельных участков от 1 сентября 2013 года под установку АГЗС на территории АЗС, состоящих на балансе «Абхазтоп». Однако у «Абхазтоп», у госкомпании «Абхазтоп» не было и нет правоустанавливающей документации, подтверждающей право собственности на АЗС, как и нет государственных актов на право пользования земельными участками на сдаваемую в аренду территориями. Без согласования с собственником и в отсутствии заявки о привлечении заимствования Гудаутской нефтебазы госкомпании «Абхазтоп», которая является одной из структурных подразделений госкомпании, были заключены кредитные договора. И в соответствии с ними были выданы кредитный договор, значит, от 27 октября 2015 года на сумму 40 миллионов рублей. Кредитный договор номер 17 от 28 декабря 2017 года на сумму 2,5 миллиона рублей. Кредитный договор номер 17 от 29 декабря на сумму 4,5 миллиона рублей. Кредитный договор от 29 декабря 2017 года на сумму 1 400 000 рублей. Кредитный договор от 29 декабря 2017 года на сумму 8 миллионов рублей. Кредитный договор от 8 июня 2018 года на сумму 1,8 миллионов рублей. По вот этим перечисленным договорам, договор на 40 миллионов на момент проведения контрольного мероприятия 5 ноября, остаток задолженности по нему был 2 миллиона рублей. По следующим тела выданных в суд погашены не были. Также, значит, были заключены договора беспроцентного займа с самими сотрудниками госкомпании «Абхазтоп». Выданы денежные средства в общей сумме 2 700 000 рублей. Сроки возврата по всем вышеперечисленным договорам на момент проведения контрольного мероприятия были просрочены. По вопросу оценки эффективности целевого использования государственной собственности компании «Абхазтоп» контрольная палата выявила, что объекты недвижимого имущества на балансе компании, кроме здания управления «Абхазтоп», и что подведомственные ей организации не внесены в единый реестр госсобственности. В ходе проведения контрольного мероприятия было отказано в предоставлении информации, на что руководителем группы контрольного мероприятия была составлена докладная на имя аудитора, где отмечалось, что инспекторской группе было отказано в предоставлении запрашиваемой документации, а именно кассовая книга, приходных и расходных ордеров, расходных накладных по отпуску и реализации ГСМ за весь проверяемый период, расчеты с подотчетными лицами, договоры о предоставлении беспроцентных денежных займов. Был составлен акт об отказе предоставления информации, который был передан для ознакомления гендиректору «Абхазтоп», на который было написано возражение. Более того, в ходе контрольного мероприятия контрольная палата запрашивала копию акта документальной проверки, проведенной в 2016 году, проведенной Генеральной прокуратурой госкомпании «Абхазтоп». Однако данный акт проверки не представлен Генеральной прокуратурой, сославшись на то, что акт проверки можно получить в госкомпании «Абхазтоп», при этом в госкомпании данный акт отсутствовал. Все эти процедурные моменты сказались на сроках проведения ревизии, и распоряжением председателя контрольной палаты дважды продлевались сроки контрольного мероприятия. На представленный акт для подписания объекту контроля 30 ноября 2018 года «Абхазтоп» направил в контрольную палату возражения и замечания по 10 пунктам. Практически ни одно пояснение не было учтено и отражено в отчете из-за отсутствия аргументации и обоснования. 25 декабря 2018 года на коллегии контрольной палаты был принят отчет, и на основе данного отчета было принято решение направить отчет в парламент Республики Абхазия, информационное письмо президенту, информационное письмо премьер-министру, представление госкомпании «Абхазтоп», представление Министерству экономики, представление Министерству финансов и передать материал в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.
В рамках подготовки заключения на проект закона о республиканском бюджете на 2020 год для подтверждения надежности и реалистичности расчета прогнозных показателей по отдельным видам доходов, а именно доходов от использования государственного имущества, Контрольная палата направила запрос в ООО «РН Абхазия», чтобы получить информацию о начисленных и перечисленных за 2018 и 2019 годы дивидендах госкомпании «Абхазтоп» от долевого участия в РН Абхазия, а также информацию о наличии задолженности госкомпании «Абхазтоп» перед ООО «РН Абхазия» на декабрь 2019 год. Согласно ответу, общая сумма дивидендов, причитавшаяся к выплате госкомпании «Абхазтоп» за 2018 год, составила 40 миллионов 554 тысячи рублей за минусом налога на прибыль. При этом данная сумма не выплачена госкомпании, а зачтена в счет погашения задолженности на основании встречных требований по претензионным письмам. Задолженность образовалась в результате несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН Абхазия» и хранившихся на нефтебазе госкомпании «Абхазтоп». Сумма задолженности на 9 декабря 2019 года с учетом вышеуказанных действий составила 144 миллиона 622 тысячи рублей. Таким образом, с учетом фактов, установленных проверкой госкомпании «Абхазтоп», проводимой контрольной палатой в 2018 году, общая сумма погашенной с 2015 года и имеющейся на 2019 год задолженности госкомпании «Абхазтоп» перед ООО «РН Абхазия», образовавшейся в результате несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих РН Абхазия и хранившихся на нефтебазе «Абхазтоп», составил порядка 260 миллионов рублей. Данные материалы 11 декабря 2019 года переданы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия. Что еще хотелось бы отметить, что Контрольная палата в заключении на проект закона о республиканском бюджете на 2020 год, а также в заключении на отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год рекомендовала рассмотреть вопрос о зачислении всей суммы дивидендов от долевого участия в ООО «РН Абхазия» в республиканский бюджет. 23 апреля 2019 года от начальника управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики поступило уведомление о том, что материалы проверок Контрольной палаты направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры. Однако из ответа ИО заместителя генпрокурора Республики от 13 декабря 2019 года стало известно о том, что 5 июля того же года по указанным материалам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. При этом в данном письме отражено, что вышеуказанное постановление отменено 25 ноября 2019 года в связи с неполнотой проверки, выразившихся в исследовании только части выявленных нарушений, и направлено для проведения дополнительной процессуальной проверки. Для того, чтобы данная картина была более ясна, я зачитаю отрывок из открытого информационного письма председателя Контрольной палаты президенту Республики Абхазия, которое было опубликовано в декабре 2019 года в республиканских медиаресурсах. По тексту. Таким образом, в связи с непринятыми своевременно мерами со стороны надзорных органов, не способствовавших прекращению факта несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН Абхазия» и хранящихся на нефтебазе госкомпании «Абхазтоп», привело к тому, что задолженность госкомпании «Абхазтоп» перед ООО «РН Абхазия» составила на 9 декабря 2019 года 144 миллиона 621 тысячу рублей. Исходя из вышеизложенного, Контрольная палата усматривает нанесение материального ущерба государству в лице госкомпании «Абхазтоп» с 2015 года по настоящее время 259 миллионов 973 тысячи рублей, а также нанесение вреда деловой и инвестиционной репутации государства. 11 марта 2020 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении экс-генерального директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Поводом для проведения процессуальной проверки в отношении руководства госкомпании «Абхазтоп» послужили материалы проверки по финансово-хозяйственной деятельности, проведенные Контрольной палатой Республики Абхазия за период 2016-2017 и частично 2018 год. По результатам проведения процессуальной проверки в действиях АВИЦБ и неустановленных должностных лиц были выявлены факты уголовно наказуемого характера. И 11 марта 2020 года в отношении АВИЦБ Беслана Ивановича и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по 4 эпизодам хищения имущества госкомпании «Абхазтоп» в особо крупном размере. АВИЦБ вменяются правонарушения по 4 эпизодам. По первому эпизоду он обвиняется в том, что, являясь должностным лицом, руководителем госкомпании «Абхазтоп» в период с 12 октября 2016 года по 31 декабря 2018 года, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, умышленно нарушив условия договора хранения нефтепродуктов с РН Абхазия, то есть в отсутствии права распоряжения, произвел незаконную выборку нефтепродуктов, не оплатив их стоимость собственнику. Впоследствии с иными неустановленными должностными лицами госкомпании присвоил их под видом якобы дальнейшей оптовой реализации от лица компании физическому лицу на общую сумму 25 818 408 рублей, лично выступив в качестве покупателя нефтепродуктов. Из версии следствия следует, что Беслан АВИЦБ, являясь генеральным директором, по накладным отпускал сам себе топливо, а оплату в кассу не вносил, в связи с чем у предприятия образовалась задолженность. По второму эпизоду АВИЦБ обвиняется в том, что, являясь руководителем Абхазтопа, используя служебное положение, обратил в свою пользу вверенные ему финансовые средства, заключив с самим собой в мае и в октябре 2017 года договор беспроцентного займа и перевел на свой лицевой счет 1 700 000 рублей. Из третьего эпизода следует, что бывший руководитель Абхазтопа Беслан АВИЦБ в период с июня 2017 по август 2018 года присвоил 920 000 рублей, полученные в кассе предприятия на командировочные цели, в нарушение постановления Кабинета министров об установлении особенностей направления работников в служебные командировки. И по четвертому эпизоду АВИЦБ вменяется, что в октябре 2018 года в кассе госкомпании на основании поданного им же заявления получил в подотчет 3 миллиона рублей, которые не вернул, и значатся за ним в долгах в бухгалтерии. Вышеуказанные действия квалифицируются по 4 части статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере. Возбуждение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, так как в результате совершенных преступных действий госкомпании «Абхазтоп» причинен имущественный вред в особо крупных размерах, который исчисляется десятками миллионов рублей. 11 марта 2020 года Беслан АВИЦБ был задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу ВВС МВД. 14 марта Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу экс-директора «Абхазтоп» на 2 месяца до 11 мая. Однако 20 марта Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии признала незаконным решение Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу АВИЦБ. Суд второй инстанции указал на существенные нарушения уголовно-процессуального закона, выразившиеся в задержании следователем Генпрокуратуры подозреваемого Беслана АВИЦБ в отсутствии основания задержания. В связи с этим постановление Сухумского городского суда от 14 марта 2020 года в отношении Беслана АВИЦБ отменено. Он освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде домашнего ареста. Генеральная прокуратура заявила категорическое несогласие с такого рода судебными решениями, препятствующими реализации полномочий правоохранительных органов, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями. Генпрокуратура очень много высказывалась негативно в адрес судебных органов за то, что суд не согласился с содержанием под стражей АВИЦБ. Чем была вызвана такая настойчивость со стороны органа расследования, если расследование продолжается около 1,5 лет? Чем обвиняемый мог помешать ходу расследования, если бухгалтерские документы, которыми по версии следствия подтверждается сам факт хищения, находились в распоряжении следствия? Целью применения мер пресечения является предупреждение попыток подозреваемого, обвиняемого уклониться от участия
в производстве по уголовному делу, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность. АВИСБ обвиняется в совершении 4 эпизодов хищения имущества госкомпании «Абхазтоп», одно из которых совершено в соучастии и по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами госкомпании. В результате совершенных преступных действий наступили тяжкие последствия в виде причинения госкомпании ущерба в особо крупном размере. Тем самым АВИСБ, занимая руководящую должность в одной из крупнейших компаний нашей страны, совершая хищение имущества, подорвал авторитет, в том числе и государства. Поэтому наиболее строгая мера пресечения в виде заключения под стражу выступала как гарант беспрепятственного производства предварительного следствия, достижения целей и задач правосудия, а именно восстановление в последующем социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения аналогичных преступлений. Находясь под домашним арестом, как установлено органом предварительного следствия, АВИСБ пытался реализовать находившееся в его собственности имущество с целью его укрытия от ареста и последующего изъятия в качестве обеспечительных мер. Однако данное обстоятельство суд не принял во внимание, что напрямую препятствует реализации полномочий правоохранительных органов, направленных на борьбу с коррупционными преступлениями. Чем вызвано такое длительное расследование дела, если, судя по заявлениям Генеральной прокуратуры, хищение было очевидным? Топливо отпускалось, а деньги в кассу госкомпании не поступали. Уголовные дела хищения вверенного имущества путем присвоения и растраты с использованием служебного положения представляют существенную сложность для расследования, требуют знания документооборота, производства, операции, а также способов хищения. Длительность производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу прежде всего связана с многоэпизодностью совершенных преступлений, материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, в том числе результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности госкомпании «Абхазтоп», проведенного контрольной палатой Республики Абхазия, охватывали период с 2016 по и частично 2018 год, когда как в ходе предварительного следствия исследовался весь период нахождения АВИСБ Беслана Ивановича в занимаемой должности директора госкомпании «Абхазтоп», период времени с 2016 года по 2020 год. Особая сложность расследования уголовного дела также связана с производством сложных судебных экспертиз, проведенных в рамках запроса об оказании правовой помощи в компетентных органах Российской Федерации. Как правило, производство одной экспертизы занимает около 5-6 месяцев. И объекты исследований, направленные по делу на одну экспертизу, только лишь по результатам ее проведения и последующего производства комплексных мероприятий, могут быть направлены на новую экспертизу. В том числе в рамках расследования уголовного дела допрошено не менее 250 свидетелей. Работа проведена с дебиторами и кредиторами компании, а также лицами, осуществляющими отпуск и реализацию нефтепродуктов. Осмотрены и исследованы порядка 80 томов бухгалтерской документации госкомпании «Абхазтоп». Мы связались с адвокатом АВИСБ, но она отказалась от каких-либо комментариев. На сегодняшний день следствие по делу бывшего гендиректора «Абхазтоп» все еще продолжается и по предварительным данным идет к завершению. Затем оно будет направлено в суд. Какое решение вынесет суд по этому делу, покажет время. Сегодня в рамках этой передачи мне бы хотелось поговорить о неотвратимости наказания. Соблюдается ли этот принцип в нашей стране? Или получается, что для одних ответственность неотвратима, а другим удается избежать наказания? Принцип неотвратимости наказания означает, что любое лицо, совершившее преступление, понесет уголовную ответственность. И каждое преступление должно повлечь соответствующую негативную реакцию со стороны правоохранительных органов, прокуратуры, суда. Ни одно правонарушение не должно оставаться нераскрытым, вне поля зрения государства и общества, без отрицательной реакции с их стороны. И предупредительное значение наказания зависит не так от его тяжести, как от неотвратимости. Каждый должен быть убежден в том, что за преступлением последует наказание, что никто не уйдет от ответственности. Поблажек и кумовства не будет даже в такой стране, как Абхазия, где все друг друга знают. Почти во всех структурах есть друзья, родственники и знакомые. В этой связи вспомнилось выступление в парламенте ныне покойного судьи Верховного суда Абхазии Владимира Гогуа в 1995 году, который говорил о необходимости неукоснительного соблюдения принципа неотвратимости наказания. На наш взгляд,
я выражаю не только свое мнение, мнение работников Верховного суда, как же быть, как повлиять на состояние борьбы с преступностью. Изначально, видимо, это ни для кого не секрет, что в какой-то момент, период был упущен. Давайте вспомним первые месяцы, годы войны, окончание войны. Стала намечаться какая-то алчность. Люди обездоленные, у которых ничего не осталось, ни крыши, ни дома, ни квартиры, они, значит, стали занимать. Другие на этом факторе стали как-то вести себя неправильно. Алчность постепенно стала приводить к выяснению отношений и каким способом, каким путем, мы все это знаем. Не всех подряд стали арестовывать, не стали привлекать к уголовной ответственности, учитывали их заслуги и так далее. Постепенно, мне кажется, мы сами тоже способствовали тому, чтобы человек так или иначе склонен, что ли, к правонарушению, или оказавшись в каких-то экстремальных ситуациях, у него начинает развиваться, я еще раз повторяюсь, может быть, безнаказанности, вседозволенности. Необходимо, как нам кажется, разработать комплексную, перспективную программу борьбы с преступностью. Для этого, мне кажется, прежде всего необходимо вернуться к тому, чтобы регистрировать по возможности все преступления, очевидные и неочевидные. Не зная реальную картину, невозможно что-либо прогнозировать. А ведь основанием и поводом для регистрации возбуждения дела служит не только заявление граждан, но и сообщения государственных учреждений, предприятий, органов печати, но и непосредственное обнаружение следов преступления и органам дознания, следователя, прокурора и суда. Неукоснительное соблюдение принципа неотвратимости наказания. Если каждый на своем месте не будет стремиться к соблюдению этого принципа, вряд ли у нас что-нибудь получится. С тех пор прошло около 20 лет. Что изменилось за это время? Несут ли люди, приступившие закон, наказание в полной мере? Если нет, то в чем причина? Этот вопрос мы попросили прокомментировать советника министра юстиции, преподавателя АГУ, кандидата юридических наук Эсната Лакербая. На мой взгляд, решение этого вопроса оно связано не исключительно с необходимостью внесения изменений в законодательство. На мой взгляд, здесь вопрос он гораздо шире, и к его решению необходимо подходить более точечно, комплексно. На мой взгляд, что здесь необходимо в целом необходимо повышать уровень правосознания, правовой культуры, повышать профессиональные навыки, знания, умения всех субъектов соответствующего процесса. Безусловно, я понимаю, что изменения соответствующего масштаба, они ежесекундно не делаются, на это необходимо определенное время. Так, предположим, развитые страны западные, у них на это направлена целая политика государства. Вот недавно перелистывал каналы и попал на всем известный мультфильм про Маугли. Попал я на такой момент, где Багира заявляет, что детеныш, мол, ее, и она его никому не отдаст. На что Шерхан говорит: посмотрим, что на это скажет совет стаи. То есть вместо того, чтобы оторвать ей голову или хотя бы попробовать это делать, он говорит: посмотрим, что на это скажет совет стаи. Багира, в свою очередь, приходит к членам Высокого Совета, подкупает их тушей быка, но подкупает не потому, что это коррупция, а потому, что это позволяет закон джунглей. То есть вариант допустимого поведения. Вот сразу видно, что писал англичанин. И, конечно, это вот такой пример ненавязчивого
ненавязчивый пример, направленный на повышение правосознания среди нашего младшего поколения. Безусловно, слышал я и о мнении, что необходимо передать тотальный контроль над судебной властью власти исполнительной, либо власти законодательной. На мой взгляд, такой подход неверен, ввиду того, что в Конституции в статье 7 закреплен принцип разделения властей, исходя из которого все ветви государственной власти они являются самостоятельными и независимыми, и возможность предоставления такого контроля, она, безусловно, будет нарушать один из главных демократических принципов правового государства. Вместе с тем мы должны понимать, что в странах даже с самым развитым законодательством в случае неисполнения указанных законов они все равно будут носить декларативный, чисто декларативный характер. Поэтому, на мой взгляд, важнее всего начать именно с исполнения уже существующего законодательства. Тем более, что определенные механизмы в нашем законодательстве уже заложены. Так, в случае, если определенного гражданина не устроило вынесенное решение, он обладает правом его обжалования в вышестоящую инстанцию. К тому же на сегодняшний день законодательством предоставлены все необходимые гарантии независимости для судей. Вместе с тем направлены определенные изменения на возможность исключения человеческого фактора. В частности, с 1 января 2021 года в судах начала применяться автоматизированная судебная информационная система АСИС. С ее функционированием состав суда для рассмотрения конкретного дела будет подбираться с учетом определенных критериев. В частности, ротации дел, сложности дел, недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела. Вместе с тем необходимо четко понимать, что винить во всех бедах системы судей является неверным, некорректным, потому что судья принимает решение, исходя из норм законодательства и доказательственной базы, представляемой в суде. Поэтому здесь необходим также комплексный подход на улучшение и повышение эффективности деятельности всех иных структур, как во время судебного процесса, так и на всех мероприятиях ему предшествующих. В современной демократической стране главенствует закон. Именно закон регулирует общественные отношения, и неотвратимость наказания – показатель его исполнения. Понятно, что в рамках одного интервью и даже передачи не найти ответ на вышепоставленный вопрос. Но мы и впредь будем возвращаться к этой теме и узнавать мнение специалистов. Мы продолжим вам рассказывать о других финансовых нарушениях в госорганизациях республики, выявленные контрольной палатой. Не оставим без внимания дела, переданные в Генеральную прокуратуру. И, конечно же, любой желающий может ознакомиться с материалами контрольной палаты на их официальном сайте. Вся информация находится в свободном доступе.